нас туман, ребята. Смотрите, какое туманище. Пилорама. Много уже материала привезли. Вон, всю зиму будут пилить тут. Мы сегодня с Айдой. Вот у меня в кабине Айда. Выехали и едем. Вот еще тут вторая пилорама строится. Интересненько так все. Давненько я тут не был. Все меняется. Уже вторая пилорама там. Много пил на раму там ставят. Короче, едем мы за Алексеевку куда-нибудь, наверное, съездим. Просто хочется побыть наедине с природой, с тайгой. Буквально часик погуляем. Сейчас с утра выехали. Да, это. Снегопад сильный вчера был. И не спеша еду. Вот 40 километров. Чуть ускоряюсь и все, кидает машину. Сейчас тает все. Прям какая-то слякоть, неприятный снег под колесами. И опасно, очень опасно. Спешить не буду. Алексеевка. Другого пути у меня нет. По одной и той же дороге езжу. В эту сторону вообще, в сторону севера. Дороги разные, но у меня одна. Заречье мало когда я езжу. У меня все избушки по этой дороге. Сильный, конечно, сегодня туман, ребят. Здесь тоже на Жигулях сейчас не проехать. Я хочу туда вот съездить, посмотреть ситуацию, как там. И думал, там больше это наледи плюет, а нет, нормально. Сейчас съездим там возле реки. Возле реки погуляем, в общем. Здесь надо, главное, проехать. Сейчас, наверное, я Айду отпущу здесь. Я медленно буду ехать. И пусть лучше за машиной бежит. Она любит гнаться за машиной. Пошли, Айда. Вот, ей так удобнее, чем в кабине сидеть. Да? Пусть бежит. Опа. Многие пишут мне, что я больше люблю Тулана, Айду меньше люблю, хотя они ласку от меня все одинаково получают. И, ну, чтобы не обидеть подписчиков, решил сегодня взять Айду. И Айда намного послушнее, слушает меня, послушная она. Она сразу моментально, сейчас не надо выпрашивать, сразу бегом садится в кабину. И уже на снегоходе тут гоняли, видно, следы на мотобуксировщике, или что-то, мотособаки. И Тулан у меня дома сидит. Ну, как приедем, я его отпущу. Каждый день они, в принципе, гуляют. И тоже отпущу, сегодня погуляет еще. Туман не рассеивается. В селе как-то более, как сказать, здесь намного плотнее туман, а на селе там чуть-чуть меньше. Вчера, конечно, снегопад сильный был, очень сильный. Вот бы сейчас тайгу на охоту. Снежок такой выпал, хороший. А я дома сижу. Хреново дело. Сегодня выходной. Вылезли на природу. Вот река. Река открытая еще все. Ну так. Снежок плюет. Уже мы видим зимнюю сказку, ребята. Смотрите как. Все в снегу. Сыро так сегодня. Сегодня лучше в тайгу не лезть, конечно. Мама, не говорю, сегодня все в воде, можно сказать. Там слякоть. У деревья как повисли там. Это да, красиво тут. Вот так вот. Опа. Тут тоже сыро, блин, не застрять бы.
Ай-яй. Сейчас не буду останавливаться. Опс, опс, опс. Хоть немножко какой-то мостик сделали. Более-менее проехали. Нормальный ход. Вот так и едем потихоньку к своей цели там. Столько гнутых деревьев. Что это такое вообще? Или сырой снег из-за этого все погнуло тут. Но серьезно. Еще и в этом году на буранах будем ездить. На буранах, если буквально там с километр проехал и столько деревьев погнулось. А что будет там, повыше, на дорогах? Бывают там такие кустарники, приходится проезжать, и там вообще все согнуто. Ладно, и... Ну вот, приехали. Вот и приехали. Все. Вот так. Вот она красота. Но ни хрена в этом походе не видно. Все в тумане. О, как плюет снег. Можно еще гонять на лодках. Река открыта еще. Четко. А я приехал, чтобы просто подышать, подумать обо всем там. Смотри, какой у меня УАЗик. Ну и морда у тебя сегодня. УАЗик, конечно, немножко не грязный, а весь в снегу. Рыбаков никого не видно. Ну, неделя прошла, как мы в последний раз были у реки. Как мы были у реки, говорили о том, о сём. Ровно неделя прошла. И сегодня также решил выйти там. Немножко поговорить. Много говорить не буду, потому что у меня фильм получается многосерийный. И, в принципе, в этой неделе так. Все. Обычные будни. Обычно будни. Первое, что у нас произошло, это закрыли у нас свалку в селе. Много я говорил насчет этой свалки уже много раз, что в нашем селе надо 3 свалки, а одна была, и то закрыли. Короче, сделали так, что сейчас будут, не будут, а точно будут уже удерживать с человека 75 или 76 рублей в селе. С каждого человека за мусор. И мусор будут вывозить. Вчера даже уже машина приезжала. Определенные точки на селе определили, куда люди выносят мусор. И приезжает машина и вывозит мусор. Такие дела. Я представления не имею, куда девать там, что они думают в селе. Меньше мусора, а наоборот. У нас с огорода надо ботву вывозить на свалку. И сейчас у меня глобальный ремонт также дома будет. Там одно помещение, там у меня тоже плесень. Я сейчас заметил, у меня плесень появился. Пол, все уже сгнило, там вообще ужас, что творится. И придется мне все это пилить, нижние венцы менять. Куда вывозить, я не знаю. Может, только если как-то на эту свалку, которая была, может определенно как-то договор заключить или же разрешение спрашивать, чтобы вывозить. Да, конечно, кислород все меньше и меньше, даже в селе. Так что нигде здесь свободы нету. За все надо платить. И, платить одно, а зачем так делать, чтобы свалку закрывать, куда-то вывозить, я не знаю. Ну да ладно, что делается, будем считать к лучшему, будем привыкать к этим мусорным
точкам. Еще бы коробки там поставили, куда будут выкидывать мусор. А если с мешками выносить, там собаки могут разорвать там эти мешки. Или в большинстве случаев у нас половина зимы дорог нету. Я не знаю, как они будут заезжать, кто будет чистить. В большинстве случаев трактор у сельсовета не успевает прочищать дорогу. Вот. И вот сейчас я хожу, болтаю, и мне честно, нехорошо тут. Слышите, тишина. Никакой суеты. Просто тишина. Снег плюет и все. Льда пока нету. Хочется рыбачить вон с того песка. Просто вот покидать там течение небольшое. С фидером там. И берег такой ровный, пляж. Сезон окуня, наверное, уже прошел. Ну, много окуней тоже ловили рыбаки в этом году. И сейчас вот фильм выкладываю многосерийный. Многие пишут Санта-Барбара. Ну, я и раньше говорил, что Санта-Барбара отдыхает. Минимум 30 серий будет, так что у многих нервы сдают уже, не выдерживают. Ну, я, как и обещал, буду выкладывать все подряд. И там комментарий был. Я на этот комментарий отвечал насчет лебедей, но как-то после ответа я не увидел свои комментарии. Как-то удалил этот, кто спрашивал меня насчет лебедей. Я лебедей, ребят, не стреляю. Ни разу еще не стрелял и не буду стрелять. Потому что, как в комментариях написал, я там у лебедей там, я не знаю, какая сила есть. Я не верю, что вот одного подстрелишь, там второй остается и будет там ждать. Может быть такое, но одно знаю, что есть какая-то сила, что кто не стрелял, у них, у всех в семье что-то случалось. Некоторые сами там вешались, некоторые стреляли себя, некоторые так плохо, тяжело умирали. Если сам стрелок живой, у них в семье также все не так хорошо. Кто-то умирал тяжело или еще. Может, совпадение это, но я не знаю, ребята. Я не хочу стрелять. Я видел, своими глазами видел, как они стреляли. Один раз я на утах ходил, там озеро, Пытвад есть. Там два мужика, два друга были. Стреляли, короче, двух лебедей, наверное. Один умер, я не знаю как. Тоже от болезни или что-то случилось, наверное, или задавили его на машине, не помню, уже в другой сгорел. Такие ситуации. И я стрелять не буду. Ну вот, видите, опять уже у меня болтовня многосерийная, блядь, будет. Я сейчас, наверное, закончу свою болтовню. И просто я тупо схожу километра 2 вот так вот. Руки в кармане у меня. Просто вот похожу. Косачети теряю, ничего не видно. Да, и я ружье, карабин, ничего не взял. Так. Айда нюхтит. Что-то слышит, чует. Здесь вот дорога была вот тут как-то. И в этом году вот здесь еще полоса такая леса была. Вот все вывалилось. В этом году очень много ушло земли в речку. Берег, короче, уходит. Что на первой избушке выше и что здесь. Дождик начинается. Вот так. Пока я не сырой, но уже начинает там сыроватый. Я поброжу и обратно, короче, домой. Сегодня у нас выходной. Сегодня выходной, 4 ноября. Если успею, я сегодня скину это видео еще в YouTube. Дождь, вон видно, как дождь льет. Прям начинается дождь. Так что вот такой. Хотел сегодня, погода, думал, что солнечно будет. И
Но нет, не повезло с погодой. С вчерашнего вечера все испортилось и дождь сейчас пошел. В общем, все, ребята. Продолжаю выкладывать свой многосерийный фильм. В серии еще будет много-много интересного. Там побродим еще по охотничьим избам, 2 избы еще покажу. Работа Тулана будет, там как все это не буду заранее ничего говорить. Просто наберитесь терпения и смотрите каждую серию. В каждой серии какие-то моменты есть интересные, есть, конечно, и я не знаю. Ну, по комментариям я вижу, как кто многие меня посылают далеко в Сибирь. Многие уважают, ставят лайки. По лайкам вижу, что большинство людям нравится и смотрят. Вот. А на сегодня все. Короче, дождь начался. Я не знаю, наверное, я сяду и, может, обратно поеду. Вот такой быстрый поход, блин. Все так быстро поменялось. Хорошее утро было, без дождя, без ничего. И на тебе вон как идет дождь. У меня камера висит. В общем, всем пока. Дождь так и не перестал, он идет и идет. Моторная лодка вон плывет, кто-то поднимается. А мы возвращаемся. Уже подъезжаем к Алексеевску. Понятно кто. Зеленая лодка. Ветерок. С ветерком. На ветерке кто-то плывет.